Морозная погода и уже позднее время не располагали к долгому церемониалу. Да и сам Путин сразу дал понять, он настроен позитивно и по-деловому. Поэтому из аэропорта сразу навстречу. Для президента страны, как и для всей мусульманской уммы России, разговор важнейший, но в нем нет каких-то острых углов и подводных камней. Владимир Путин сразу расставляет акценты. Традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма, без всякого сомнения, важная часть российского многонационального народа. У традиционного ислама в России должны быть свои крепкие опоры. Качественное религиозное образование – одна из таких составляющих. Это образование всегда было очень глубоким, имело большую историю, отмечает президент Путин. Но за советский период многое было утрачено, выхолощено. Многое нужно создавать заново, но опять-таки с опорой на богатый исторический опыт. В этом плане проект Болгарской исламской академии, запущенный в сентябре прошлого года, имеет во всех смыслах стратегическое значение. Я с самого начала, вы знаете, поддержал эту идею, которую руководство Татарстана выдвинуло, и Ментимир Шарипович активно занялся этим. Пожелаем ему здоровья, да, он немножко приболел, надеюсь, что все будет хорошо. О создании Болгарской исламской академии. Таким образом, после ее создания у нас вся триада создана. Это и медресе, это вузы и вот академия. Сейчас это крупнейший исламский центр, причем не только в России, но и на просторах всего СНГ. Здесь готовят магистров и докторов наук. Раньше получить мусульманское образование в стране можно было только в медресе и специальных исламских вузах. И готовили там только бакалавров. Для продолжения обучения молодежь уезжала за границу. Теперь качественное академическое исламское образование можно получить в России, в Татарстане. На этот аспект президент Владимир Путин сделал особый акцент. Годы идут, и возраст действующих муфтиев, он заставляет нас задуматься о том, что нужно готовить смену, но готовить на собственной национальной базе, на основе нашего традиционного ислама. Несколько раз говорил о духовном суверенитете. Я бы сказал, что это продолжение тоже этой темы. Мы должны тоже об этом думать, чтобы максимально предостеречь наших верующих от влияния разных сект, псевдорелигиозных разных групп влияния. И это очень чревато. Мы видим, что творится в мире. И Исламская академия в данном ключе, она, на наш взгляд, станет тем методическим центром, который будет работать по возрождению нашего духовного наследия. Грамотно выстроенная система исламского образования, многоуровневая, с медресе, вузами и высшим звеном в виде Болгарской академии, лучшая профилактика от проникновения на территорию России различных экстремистских течений. И здесь, по мнению экспертов, впереди еще много работы. Но то, что Болгарская академия идеально вписывается в концепцию национальной безопасности, уже знак хороший. К тому же не стоит забывать исторический аспект. Болгар издревле был местом сосредоточения именитых ученых-богословов. И то, что Исламская академия появилась на земле Татарстана, это еще и торжество исторической справедливости. Мы должны возродить нашу историю. Те достижения, которые были у нас. И наш глава государства понимает и поддерживает это, и хочет, чтобы оно возродилось и заняло в мировом сообществе, не только исламском, не только ислам, в целом мировом, заняло свое достойное место, хотя бы то, которое было раньше, а может быть даже и выше. Уже на следующий день после этой встречи Владимир Путин не мог не внести некоторые изменения в программу своего пребывания в Казани. Визит в больницу к приболевшему Ментимиру Шаймиеву стал одним из наиболее трогательных и живых моментов визита Путина. Президент России пожелал Ментимиру Шариповичу здоровья и рассказал о своих впечатлениях от встречи и от перспектив, которые открываются перед Болгарской академией. Сердце радуется, очень красиво все и своевременно. Идет так, как вот вы рассказывали, так, как мы планировали. Кадры появляются хорошие. Уже впервые в истории России. Да, люди учатся уже там.